алейкум, добрый вечер. Время новостей на АТР. 13 марта, 1110-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В студии София Абляева. Сегодня в выпуске. Суд оставил в силе решение по делу Насирова. Антироссийские санкции Евросоюза продлены на полгода. За второй паспорт в Украине будут лишать гражданства. Российские спецслужбы задержали украинских правозащитников. На административной границе с оккупированным Крымом ФСБ задержала руководителя крымской правозащитной группы «Краймен Human Rights Group» Ольгу Скрипник и ее коллегу Владимира Чекрыгина. По последним данным, их повезли в Армянск для составления протокола о незаконном пересечении админграницы. Мы все с большой тревогой следим и беспокоимся за ее судьбу. Говорить о каких-то прогнозах очень трудно, потому что мы не знаем, как может повести себя правоохранительные органы российские, которые ведут себя очень по-разному. Насколько я понимаю, самый легкий вариант — это если будет предъявлено обвинение о нарушении правил поведения на границе, тогда это административное правонарушение с точки зрения российских властей, и которое повлечет за собой, к счастью, выдворение обратно и штраф. Крымско-татарского активиста Наримана Джиляла допросили в Центре противодействия экстремизму. Как оказалось, его пригласили дать показания или объяснения за дружбу в социальных сетях с Марленом Мустафаевым, которого в конце февраля арестовали на 11 суток за якобы демонстрацию экстремистской символики. Кроме этого, Джиляла допросили по поводу титров на одном из украинских телеканалов. В одном из интервью 112 каналу я был протитрован заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. И так как я это в ходе интервью не отрицал, значит, я являюсь членом Меджлиса, то есть запрещенным на территории Российской Федерации общественным объединением. И, соответственно, в отношении меня необходимо применить там нормы Уголовного кодекса Российской Федерации. Оккупационный суд Крыма допросил засекреченного свидетеля по делу Ахтема Чайгоза. Этот свидетель рассказал, что в 2014 году был членом президиума Меджлиса. Участвовал в голосованиях по проведению митинга 26 февраля. Адвокат Николай Полозов заявил, что этот свидетель путался в показаниях. Заместителя главы Меджлиса Ахтема Чайгоза судят по обвинению в организации массовых беспорядков под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Защита задала вопрос, все ли члены президиума и лица, которые присутствовали там, поддержали мнение Чубарова о том, что сессия не должна проводиться. Он ответил «да» единогласно. Когда был задан вопрос свидетелю, который якобы присутствовал там, а он сам поддержал, он ответил, что не помню. И таким образом, не помню и не знаю, свидетель отвечает на большинство вопросов, которые, скажем так, сведения о которых не находятся в протоколе его предварительного допроса, который, по всей видимости, лежит у него прямо перед глазами. Петро Порошенко предложил лишать украинского гражданства тех, у кого есть паспорта других государств. Президент Украины предложил Верховной Раде определить добровольное обретение украинцами гражданства другого государства основанием для лишения их гражданства Украины. Представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что законопроект не касается граждан в Криму. Якщо людина, яка набула добровільно, ще раз підкреслюю, добровільно громадянство іноземної країни, не здала закордонний паспорт, чи при набутті громадянства України вона також у певний проміжок часу не здала паспорт іншої держави. Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода. Санкции по отношению к 150 физическим лицам и 37 структурам были введены за нарушение территориальной целостности Украины и оккупацию Крыма в том числе. На сайте Европейского совета сказано, что оценка ситуации показала отсутствие каких-либо предпосылок к их снятию. 2
месяца ареста с возможностью внести залог в размере 100 миллионов гривен. Апелляционный суд Киева оставил в силе действия Соломенского суда по делу Романа Насирова. Судья отклонил апелляцию антикоррупционной прокуратуры увеличить залог до 2 миллиардов гривен. Он также отказал требованиям адвоката Насирова отпустить их подопечного на свободу как невиновного. Сюжет готовится к эфиру, а мы продолжаем. Волонтеры Лондон Евромайдан пикетировали резиденцию Рената Ахметова в столице Великобритании. Активисты требовали проверки законности полученных им доходов в соответствии с британским антикоррупционным законодательством. Также активисты требуют расследования информации о финансировании украинским олигархам террористов на Донбассе. Ми всі добре знаємо, що Ахметов фінансував антимайдан у 2004 році, фінансував тітушок і антимайдан у 2014 році своїми торгівлею на крові вугіллям, фінансує терористів, фінансує окупантів. Всі його шахти, заводи там працюють і відповідно, напевно, що вони платять їм податки. Усиление репрессий против крымских мусульман, формирование крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана и необходимость объединения коренного народа Крыма, представители которого по разным причинам веками не живут на своей исторической родине. Эти темы поднял вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов во время визита в Турцию. Подробнее Эмине Халил. В Турцию Ленур Ислямов прибыл по приглашению крымско-татарских сообществ Стамбула и Яловы. Встретить вице-президента Всемирного конгресса крымских татар прибыл мэр турецкого города Ялова Вефа Салман. После официальных встреч Ислямов принял участие в конференции, где рассказал о последних событиях в Крыму, о нынешнем отношении Украины к полуострову, о крымско-татарском батальоне имени Намана Челебиджихана, а также о том, что крымские татары нуждаются в поддержке Турции. Я полагаю, что смог объяснить нашему народу в Турции, крымско-татарским сообществам и главам этих сообществ, для чего нам нужен батальон. Батальон нужен не для того, чтобы завтра с оружием идти в Крым. Батальон нужен для того, чтобы собрать наших ребят на границе. В украинской армии, но в нашем батальоне. Мы этого хотим. Я рассказал, что сначала мы узаконим батальон в Украине, а затем будем ждать поддержки со стороны Турции. Я очень рад, что получил информацию о батальоне от первого лица. Как крымский татарин, я очень обрадовался и почувствовал гордость за нашего главу. Мы ждем развития этого процесса и гарантируем полную поддержку, которую от нас ожидают. Крымско-татарская диаспора Турции выразила поддержку в создании крымско-татарского батальона и пообещала поддерживать его. Мы, как крымские татары, поддерживаем батальон, который формирует Ленур Ислямов. Мы будем поддерживать Ленур-бея как материально, так и морально. В скором времени Россия покинет Крым. Крым крымско-татарский. Это наша земля, пусть они уходят оттуда, пусть знают, что в скором времени мы придем туда. Мы снова заберем нашу землю обратно, придя с нашим флагом, с нашим народом, с нашим оружием. Мы готовы и кровь пролить свою. Если завтра вдруг начнется в Крыму война, я никого не буду слушать, не задумываясь ни о чем. Я рвану в Крым. В завершении своего спича Ленур Ислямов призвал крымских татар Турции объединиться. В первую очередь мы ждем, чтобы наш народ объединился, поэтому я против того, чтобы среди нас были сообщества, которые ведут разлад среди народа, принимают чью-то сторону. Для нас все сообщества диаспоры равны. Поэтому мы хотим единства. Насколько сильнее объединятся наши сообщества в Турции, настолько укрепится наша сила в Крыму, на границе и в Киеве. Весь мир смотрит на нас. Наша родина оккупирована. В ближайшее время Ленур Ислямов планирует вновь посетить Турцию для встречи с соотечественниками из других городов республики. Эмине Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул. Певица Юлия Самойлова, представительница России на Евровидении 2017, 2 года назад давала концерт в оккупированном Крыму вместе с Газмановым и Лолитой.
Попали они на полуостров в обход украинского законодательства. СБУ рассматривает вопрос относительно разрешения на въезд в Украину российской певицы Самойловой. В ее пресс-службе заявили, что о возможном запрете на въезд в Украине не думают. Сюжет о результатах апелляционного суда по делу Романа Насерова готов к эфиру. Апелляционный суд начал рассмотрение жалоб НАБУ и адвокатов Романа Насирова в 11 утра и закончил в 5 вечера. Адвокаты подозреваемого настаивают на его невиновности. Сам Насиров превратил заседание пресечения в оправдательный манифест. Он выступал около часа, вдаваясь в подробности дела, по которому он проходил обвиняемым. Заявил, что самого преступления как такового нет. Отсрочки по налоговым платежам, такие как для предприятия Онищенко, применялись и раньше. К другим компаниям и в значительно больших размерах. Такая практика была и до его назначения, и деньги возвращались с процентами. Его не устраивает сумма залога, поскольку у него нет возможности его заплатить. Мол, у него есть лишь земля в Черниговской области, где он мечтал разбить яблоневый сад. Адвокаты сравнили сегодняшнее событие с системой правосудия Римской империи. Які, по-перше, собою немає злочину, по-друге, немає ні мотивів, нічого іншого. І це все для того, щоб я просто дивився в слідственному ізоляторі по телевізору, ті інтерв'ю, які дають, як хвастаються, що перший раз ми змогли чорнобильської ланки якось там до чогось притягнути. Шановний суд, я дуже сподіваюся, що сьогодні представлена панель суддів, які змогли почути доводи моїх захисників, мої доводи. Я хотів би навести ще не то, що приклади, а факти з тих матеріалів, які були надані, підготовлені, зманіпульовані детективами НАБУ до прокуратури, а потім вже і прокуратурою. І дуже прошу задовольнити клопотання моїх захисників і відмовити у клопотанні органам прокуратури. Ми знаємо в історії 37-й рік минулого століття, 2000 років назад теж закликали «розіпни його», и прокуратор розіпнув. Прокуроры настаивают на 2 миллиардах гривен залога. Решение Соломенского суда о 100 миллионах гривен не покрывает сумму ущерба, который, по версии прокуроров, причинил Насиров государству. Прокуроры начали с перечисления того, чем на самом деле владеет Насиров. Это тот самый будущий сад в Черниговской области размером в 50 соток за 2 миллиона гривен. Кроме этого, еще 24 гектара земли, 2 незадекларированные квартиры в Лондоне, несколько квартир в Киеве, садовый домик под Киевом в 200 квадратных метров, дорогие автомобили. Дорогая недвижимость есть и у жены. Є підприємства, які контролюються паном Онищенком. Є рента, яку необхідно платити. Пан Онищенко вирішив, що в разі сплати ренти він не зможе заробляти ті мільйони, які він хоче заробляти, а доведеться платити ці гроші в бюджет. Пан Онищенко різними способами звернувся, в тому числі до пана Насірова, щоб той надав таку можливість не сплачувати цю ренту. Що і фактично відбулося. На момент перших рішень про розстрочку, а таких рішень паном Насіровим було підписано більше 360 рішень, це не одне рішення. Фактично борг складав компанії підконтрольних Онищенку 2 мільйона гривень. На момент вже осені, коли вже фактично справа Онищенка набула особливого ажіотажу, цей борг вже складав 2 мільярди гривень. Тому говорити про те, що державі вигідно, це дуже цікава позиція, що державі вигідно, щоб їй не платили податки. Суд не поддержал ни одну из сторон, оставив в силе решение Соломенского суда. Говорити про небезпеку, мабуть, можна буде, коли буде внесено цю заставу. Адже наразі, поки він знаходиться в СІЗО, у нас більш жорсткішого запобіжного заходу не існує, ніж тримання під вартою. Тому поки він знаходиться в СІЗО, нам нема підстав говорити про якусь небезпеку.
Адвокаты Насирова сообщили, что их подзащитный выходить под залог не будет. Насиров назвал решение суда политическим. Стосовно цього, мої захисники будуть звертатися в Європейський суд по правам людини. Я думаю, що остаточну позицію ми будемо відстоювати там. Що по суті це стосовно затримання. Активисты, дежурившие в зале суда, сорвали его пресс-конференцию. После суда Роман Насиров отправился в СИЗО. Он арестован до 30 апреля. Роман Спиридонов, Ислам Пинкай, Эльдар Исматов и Лидия Полянская. Заман. АТР. На этом пока все. Далее на АТР программа «Бугунь». Сегодня Оксана Денисова и Осман Пашаев поговорят об изменениях к закону о заочном осуждении. Оставайтесь с нами. Я прощаюсь с вами. До завтра.